амма аркануху, что касается обязательных составных частей малого омовения, фаарбаатун, то их 4. Аль-аувалю, первое из них, гаслюль ваджхи, мытье лица, мин мабдаи сатхиль джабхати, от начала поверхности лба, иля асфали закани, до низа подбородка, тулян по длине. Ва мин шахматиль узуни, иля шахматиль ухра, арадан. И от мочки одного уха до мочки другого уха по ширине. Ваthani, вторая обязательная составная часть, гаслю ядайхи, мытье обеих рук, маа мирфакайхи, включая локти, марратан, по одному разу. Ваthалису, и третья обязательная составная часть, гаслю риджляйхи, мытье обеих ног, маа ка'байхи, включая щиколотки, марратан, по одному разу. Варраби'у, и четвертое, масху рубу'i расихи, протирание 1/4 части головы бибалялин, мокротой, то есть протереть ее той мокротой, лам юста'маль, которую еще не использовали, фи гайрихи, для других целей или же для других органов. Сава ункана бильяди, разницы нету, будет это протирание происходить рукой, или же другой частью тела. Также является обязательным в омовении, в малом омовении, гаслю захири лихьяти, мыть внешнюю часть бороды, аллати ля тура башаратуха, кожу которой не видно, то есть такая борода, через которую не видно кожу лица. Фи асахи ма бакия бихи, по самому достоверному, что есть в этом вопросе. И является обязательным иисалюль маи, доводить воду иля башарати лихьятиль хафифати, до кожи под редкой бородой. Фил каулиль мухтар, по выбранному слову. Ла исалюху иля мустарсали минаш ша'ри, не является обязательным доводить воду к тем волосам, которые свисают, выходят за границы андаиратиль ваджхи, круга лица человека. Валя иляль мунтаками минаш шафатайни, также не является обязательным доводить воду к той части губ, которая закрывается при смыкании. Ваин та'аля зуфру, если же ноготь человека удлинился настолько, фагатта аль-анмулята, и что так, что покрыл кончик пальца, вамана, и стал препятствовать усуль аль-маи, дохождению воды иля ма тахтаху, к тому, что под ним, то есть к тому участку кожи, который находится под ногтем, аукана фиhi, или же под ногтями будет ма ямнау, то, что препятствует усуляху, дохождению воды, иля ма тахтаху, к тому, что под ним, то есть к тому участку кожи, который под ним. Кааджин, как, например, тесто, ва рамас, и как выделение из глаз, бихариджин, которые вышли за границы глаз и закрыли участки кожи лица. Ваджаба, тогда обязуется гаслю ма тахтаху, мыть то, что под ними, те участки кожи, которые они скрыли. Ба'ада изалятиль мани'и, после того, как удалят это само препятствие. Валя ямнау, и не является препятствием васхуль алфари, обычная грязь под ногтями. Валя хур'уль барагиф, также не является препятствием помет, блох, ванахвиха и подобным им в шее и так далее насекомых. Вусуль аль-маи, они не являются препятствием для дохождения воды или аль-бадани к телу. Валяу ларраху, если человеку вредит гаслю шукук и риджляйхи, мытье трещин на ногах, джаза, ему дозволяется имраруль яди, провести рукой аля дава и по лекарству, аллази вадааху фиха, которую он положил в эти трещины. Ваинна дарраху имрар, если же ему вредит проведение рукой аля дава и по лекарству, масаха алейхи, то он протирает это место. Ваинна дарраху масху алейхи айдан, если и протирание тоже вредит ему, таракаху, то он оставляет это. Ваин кана ла ядурруху шейун, если что-либо из этого не вредит, мин залика, из этих упомянутых вещей, та'айяна, ему становится обязательным бикадри ма ла ядурруху, сделать то действие, которое ему не вредит. Ваин зада давау аля раси шукуки, если же лекарство вышло за границы трещины,
тогда обязуется мыть те участки кожи, которые находятся за краями трещины и которые закрыло вот это лекарство, которое вышло за границы трещины. Иллям ялдурраху, если это мытье ему не вредит. Валя юадуль масху, не возобновляется протирание аля мауди ша'ри, на месте волос, ба'да халкихи, после их сбривания. Например, если человек во время малого омовения протер голову, после этого побрил голову, то возобновлять протирание головы ему не обязательно. Валя гаслю, также не возобновляют мытье бекасси зуфрихи, из-за стрижки ногтей, вашарибихи, и из-за подстригания усов. То есть те участки кожи, которые до этого скрывал ноготь, или же скрывали усы, после их состригания, которые открылись, это, говорит, мыть не обязуется. Ваин устухибба и'адат л-гасли, хотя возобновление мытья этих мест после стрижки является мустахабом, является желательным.